Приветствуем вас, Беслан Алексеевич. Как вы знаете, вот совсем свежее есть интервью Михаила Галузина, и Кремль, по сути, Москва заявляет о том, что были бы уже они не против, наконец, установить дипломатические отношения с Грузией. Как вы знаете, они были прерваны в 2008 году, это уже довольно давняя история, и все еще нет дипломатических отношений между Россией и Грузией. Как вам кажется, вот как тут будут развиваться события, что можно спрогнозировать? Готовы ли к этому в Грузии? Вы знаете, необходимо подчеркнуть, что Россия со своей стороны всегда подчеркивает, что она готова наладить отношения с Грузией. Я вам напомню, что вообще вот разорвать дипломатические с Российской Федерацией, это была инициатива политического руководства тогдашней Грузии после событий 2008 года. И всегда Российская Федерация, политическое руководство подчеркивало, даже сам президент, когда был премьер-министром, говорил, что мы можем наладить хорошие отношения с Грузией, не связывая с событиями, которые произошли в 2008 году. То есть не связывая признание со стороны России Абхазии и Южной Осетии. Я вам напомню, что вот постоянно в своих выступлениях, когда вопросы касаются Абхазии и Южной Осетии, Владимир Путин подчеркивает, что мы признали суверенитет Абхазии и Южной Осетии, и это не подлежит сомнению. Это всегда подчеркивается. Кстати, подчеркивает это Сергей Лавров. Когда в абхазском обществе иногда возникают какие-то сомнения, вот эти разговоры, когда начинается процесс некоторого сближения России и Грузии, возникают подозрения, что это может навредить признанию Абхазии и Южной Осетии. Всегда подчеркивают от них, что никакой связи нет. Я вам напомню, что вот те договоренности, которые были заключены между Россией и Абхазией, это очень долгосрочные, и подчеркивает, что Россия будет, во-первых, гарантировать суверенитет, гарантировать безопасность и продвигать расширение международного признания. Это всегда подчеркивает. Так что, если где-то кто-то заявляет, причем этот сотрудник Михаил Галузин, о чем он говорит, тоже подтверждает это, что Россия готова наладить отношения с Грузией. А вот готова ли это Грузия, как вы поставили вопрос, я не уверен, честно говоря. Понимаете, знаете, почему я объясню? Все-таки мне кажется, что в грузинском обществе до сих пор сохраняется, я бы даже сказал, в подавляющем случае неприязно пока отношение к Российской Федерации. В связи с этими событиями, которые произошли не только, кстати, в 2008 году, и до этого. Они говорили, что это Россия это все спровоцировала, война в Абхазии, в Южной Осетии, потому это оккупационная страна, они должны оставить Абхазию, Южную Осетию, которую считают частью территории Грузии. А это всегда все политики в Грузии говорят. Это потребность такая существует в грузинском обществе. Я не уверен, что в ближайшие десятилетия какие-то изменения произойдут. Но, вы знаете, мировая практика показывает, когда конфликтные отношения сохраняются в связи с некоторыми территориальными событиями, статусом этих территорий, но нормальные отношения сохраняются, даже налаживаются. Знаете, в этом отношении, если посмотреть, я думаю, что если вдруг решит политическое руководство Грузии возобновить переговоры, потом вообще восстановить дипломатические отношения, я думаю, что Россия не будет против, и это вполне возможно. Да, но как вы хорошо знаете, там еще существует закон об оккупированных территориях, который напрямую касается Российской Федерации. Да. То есть все-таки возможно ли даже чисто в каком-то международно-правовом плане установить дипломатические отношения между двумя странами, когда есть вот этот закон, есть то есть непризнание существующих реалий. Об этом, кстати, много тоже говорилось в этом интервью. Во-первых, они могут пересмотреть. Я не думаю, что какой-то скандал может произойти, учитывая, что правящая партия, она подавляющим пользуется поддержкой, выборы показали, что они могут продвинуть, снять эту проблему, я имею в виду закон. Но что касается всего остального, что мы восстановим территориальную целостность Грузии, имея в виду Абхазию и Южную Осетию, этот вопрос в ближайшие десятилетия грузинское общество всегда будет ставить. Политики и даже простые люди. Понимаете, в чем дело? Что произошло с Грузией? С этими событиями в Южной Осетии и Абхазии, когда какая-то страна теряет часть своей территории, это всегда болезненно отражается на протяжении десятилетий, а тем более здесь на Кавказе. Мы должны учитывать этот фактор, что в ближайшие десятилетия по отношению к Абхазии и Южной Осетии Грузия не изменит своего отношения, потому что потребность есть в грузинском обществе вернуть эти территории свои, как они говорят. Но, с другой стороны, мы должны посмотреть, что какова будет в этом отношении в дальнейшем со стороны Российской Федерации. Россия великая держава. Вы знаете, так взять и отозвать, как говорят,
признание вот, по отношению к Абхазии и Южной Осетии, вряд ли пойдет на это Россия как великая страна. Есть другие страны, которые могут себе позволить. Вы знаете, есть суверенные страны, которые себя так называют, которые занимаются торговлей своего суверенитета. Их десятки. Но это не Россия, это не Америка, например, это даже не Китай. Великая держава тем отличается от таких стран, что она жестко отстаивает свои интересы. И поэтому, если вдруг возникнет вопрос восстановления дипломатических отношений, я думаю, что они смогут, если будет добрая воля со стороны Грузии, я думаю, что Россия откликнется, и это вполне возможно. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что это не отразится на положении политического статуса и Абхазии, и Южной Осетии. То есть я правильно вас поняла, что в принципе установление дипломатических отношений возможно даже отмена закона об оккупированных территориях гипотетически, и это вы предполагаете возможным. Другое дело, что всегда вот это будет между вот этими отношениями, между двумя государствами всегда будет стоять, как дамоклов меч, висеть вот отношение все-таки Грузии к непризнанию, да, Абхазии и Южной Осетии. Так я правильно вас поняла? Совершенно правильно. Я еще раз хочу подчеркнуть, что Грузия не признает Абхазию и Южную Осетию. Мы должны понимать, хорошо, вы знаете, лучше абхазцев и осетин в Грузии никто не знает. Мы хорошо знаем Грузию, мы вместе жили. Мы должны понимать, что, знаете, какое сегодня настроение в грузинском обществе. Вы знаете, прошло 3 десятилетия, и не так уж много времени, между прочим, хотя новое поколение выросло. События, которые произошли в 90-е годы, тем более в 2008 году, это очень болезненно будет отражаться. Мы, со своей стороны, в Абхазии, должны понимать, что если какое-то сближение произошло между Грузией и Россией, мы должны строить по отношению к России таким образом политику, себя вести, во всяком случае, таким образом, чтобы интегрироваться в Российскую Федерацию, таким образом, чтобы в будущем, в ближайшие десятилетия, даже если произойдет смена политической элиты в Российской Федерации, пересмотру этих отношений невозможно было никогда. Это должны понимать. Эта практика показывает других конфликтов, которые имели место в мире, так себя вели, между прочим. Ярчайший пример, если я вам приведу, между Тайванем и Соединенными Штатами Америки, между прочим. Понимаете, более уже почти около, сколько уже длится, почти более 70 лет, да, вот так это отношения сохраняются. Они говорят, китайцы, мы признаем один Китай, но тронут Тайвань мы вам не дадим никогда. Вот, понимаете, таких примеров десятки в мире. Поэтому мы должны таким образом строить отношения с Российской Федерацией, чтобы интегрироваться таким образом, что это было и в интересах Абхазии, и в интересах Российской Федерации. Я уверен, что никаких изменений, если в Абхазии будет все спокойно, стабильно, никаких изменений по отношению к Абхазии, я имею в виду политику Российской Федерации, не произойдет. Большое спасибо, что пришли и ответили на наш вопрос. Благодарю вас.